На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Малоизвестные истории войны. Оглашены итоги конкурса Союза журналистов Абхазии в честь 30-летия победы в Отечественной войне. Матери Абхазии к участникам Международного конгресса представителей движения комитетов солдатских матерей. Видео приветствие Гули Кичба. 90 лет 25 февраля могло бы исполниться народному артисту Республики Абхазия Рушни Джоппо. Вечер памяти прошел в Абхазском государственном драматическом театре. Президент Аслан Бжаня принял отчет министра иностранных дел Абхазии Инала Ардземба об итогах деятельности ведомства за 2023 год. Инал Ардземб представил ключевые достижения и инициативы внешнеполитического ведомства. Министр подчеркнул значимость подписанного плана консультаций между МИД Республики Абхазия и МИД Российской Федерации на 2024-2025 годы. Инал Ардземба и Сергей Лавров ставят цель активизации межведомственного взаимодействия, обозначили новую ступень в сотрудничестве двух стран. Особое внимание уделено содействию в контактах между руководителями ведомств, реализации совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, спорта, культуры и МЧС. На завершающей стадии вопрос вступления в силу соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства, доложил министр, отметив, что при поддержке МИД России активно реализуется расширение международных контактов Республики Абхазия. Глава МИД Абхазии Инал Ардземба накануне встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает медиацентр МИД. Министр передал теплые пожелания от президента Аслана Бжаня. Поездка Ардземба в Грозный приурочена к годовщине начала СВО. Глава МИД Абхазии также встретился с командиром спецназа Ахмат, героем России, Алти Алаудиновым, участниками и ветеранами спецопераций. Министр пожелал скорейшего достижения целей СВО. Свое видеоприветствие участникам Международного конгресса представителей движения комитетов солдатских матерей направили участницы республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» во главе с Гули Кичба. Уважаемая Светлана Александровна, дорогие матери России, от имени движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», от себя лично, от всех здесь присутствующих матерей, шлем вам приветствие первому международному съезду матерей России. Силами движения матерей Абхазии изданы две книги, где запечатлены пропавшие без вести в нашей Отечественной войне. По сей день идет поиск по розыску пропавших без вести. В этом большое помощи и усилия, конечно, нам оказывает наше государство, правительство и при посредничестве Международного Красного Креста. Но движение матерей в этом активно участвует, потому что мы до сих пор ищем своих сыновей, но из них, из 200 пропавших без вести, уже опознано 44. Но в этом плане, наверное, мы с вами говорили, обговаривали. Еще у нас будут несколько встреч, возможно, и у нас, или у вас, и мы будем обмениваться опытом. Мы издали две книги. Первая «Надежда не умирает», а вторая «Кого судьба не сберегла». Эти крылатые стихи принадлежат московскому поэту-добровольцу Александру Бардадыму, который погиб за нашу свободу и независимость. Вот эти все кропотливые работы мы делали совместно с нашими, вот это наш основной комитет республиканских движений матерей, который плечом к плечу работает по розыску и пропавших без вести, и по гуманитарным другим проблемам, помогая друг другу и морально, психологически, и физически. Сейчас мы свой опыт передаем молодому поколению, чтобы они и дальше пронесли тот подвиг и увековечивали память бессмертных героев. Будьте счастливы и здоровы, дорогие мои женщины! Вам мы шлем букет мимозы. Напоминают главе государства о том, что он принес присягу своему народу. В заявлении республиканские политические партии ФНИА, АПСН, республиканские общественные организации АРУА, АНД и «Наша столица». В заявлении, в частности, отмечается:
В очередной раз президент Республики Абхазия Аслан Бжаня вверг наш народ в шок своими странными, нелогичными и деструктивными заявлениями. Общество восприняло бы эти неожиданные, совершенно непродуманные выражения спокойно и сдержанно, если бы они не затрагивали базовые ценности, на которых основывается наша государственность и наша этнокультурная идентичность. Мы не будем анализировать некоторые другие несостоятельные, весьма туманные доводы главы государства, однако не можем не отметить абсурдность его псевдопатриотических размышлений о дружбе, требующей ухода, как цветок, который, оказывается, надо поливать водичкой, а иногда не только водичкой, но и хорошим вином. В целом, последние выступления президента еще больше убедили нас в его готовности к тому, чтобы не только поделиться суверенитетом, но и отказаться от него во имя того, чтобы удержаться во власти любой ценой. Конец цитаты. Вместо того, чтобы заниматься приоритетными задачами, как демография, обороноспособность, здоровье и образование нации, развитие абхазского языка, власть занимается созданием и параллельной борьбой с антироссийскими настроениями в Абхазии. Докатились и до поиска врагов наших союзнических отношений. Если нашу власть не интересуют вопросы проабхазской повестки, то это не наша власть. Об этом, в частности, заявил председатель Республиканского общественного движения «Абхазское народное движение» Адгур Ардзенба. В интервью информационному агентству Аяшара заместитель руководителя РОО Айтгалара, экс-заместитель генерального прокурора Абхазии Шсоу Какалия затронул вопросы абхазо-российских отношений, выступления президента Бжаня на коллегии Генпрокуратуры и другие. Приводим фрагмент интервью в нашем эфире. Кажется, что коллегия Генеральной прокуратуры, которая была широко освещена, это попытка использовать площадку Генеральной прокуратуры для того, чтобы дать ответ или попытаться, правильнее будет сказать, дать ответ всем тем, кто все это время критикует власть и президента в частности. Вот я это увидел именно так. Я вообще, честно говоря, был удивлен, когда узнал о том, что планируется коллегия Генеральной прокуратуры, которая должна пройти с широким освещением и так далее. Я задался вопросом, а зачем проводить такую коллегию, широко освещать, когда по большому счету похвастаться нечем. Обычно в таких условиях коллегии проводятся так, без особой шумихи и так далее. И когда я увидел репортаж, я понял, почему и какая причина. То есть всегда есть причина и следствие. Вот. Это была попытка ответить, как вот мы в своем заявлении, Айтгалара сделала заявление, как мы там это оценили, дать ответ всем и сразу. Вот. Президент там говорил о конкретных личностях, в частности, он говорил об Ахре Аристава, усомнился в его уровне профессиональном. Он говорил о том, что экономисты так не говорят. Он дал нам оценку действиям активиста известного Джансу Хадлиба и так далее. Но я не услышал самого главного. Вот во всей вот этой вот речи я не увидел попытки поиска истинной причины происходящего. То есть вот эта вот попытка развесить ярлыки, вот эта попытка найти виноватых, вот эта попытка очернить всех и вся, кто имеет иное мнение. Я считаю это непрофессиональным, я считаю это неправильным и, может быть, даже не патриотичным. Не дело первого лица государства заниматься ведением государственных дел таким образом. Это мое личное мнение, я, может быть, слишком жестко оцениваю ситуацию, но мое мнение именно такое. Я на это мнение право, кстати говоря, имею. Вот, хочу это тоже подчеркнуть особо. Коллега Генеральной прокуратуры, попытка сделать из прокуратуры орган, который будет не только вовлечен, но и возглавит поиск ведьм и наказание назначенных виноватых. Вот что это было. Вот на мой взгляд, это выглядело именно так. К сожалению, большому президент не говорил о хищениях Рафаэла Че Гевары. К большому сожалению, президент не говорил о том, какой ущерб нанесла легализация майнинга криптовалюты в стране. Кстати говоря, он сам это не раз говорил, повторюсь еще раз, он говорил о том, что более 1 миллиарда рублей было изыскано из средств бюджета для того, чтобы компенсировать те аварийные ситуации, материальные, соответственно, расходы, которые понесла республика из-за легализации майнинга.
Об этом никто не говорил, и он сам не говорил. А это серьезные деньги. Это очень серьезные деньги. А вот давайте представим себе, что эти деньги пошли бы на кредиты, на кредитование сельского хозяйства, на помощь многодетным семьям. У нас огромное количество проблем, об этом он не говорил. То есть он всю дорогу пытается показать нашим друзьям за территорией нашей страны, что он нещадно борется с теми, кто здесь в Абхазии раскачивает лодку, что здесь есть какие-то враги государства, что есть какие-то люди, которые обязательно будут работать против интересов Абхазии, читай интересов России. Вот основной посыл. Руководство страны во главе с президентом четко прослеживалась его попытка найти виноватых среди граждан Республики Абхазия в том, что власть оказалась неуспешной. Между тем, несмотря на все так называемые антироссийские настроения, Абхазия вошла в тройку самых дружественных России стран. Первое место в рейтинге заняла Южная Осетия, второе — Беларусь, рассказала замдиректора по научной работе Российского национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева. Она добавила, что причиной стало то, что у России и тройки лидеров сформировано общее коммуникационное пространство, где действуют единые правила и существуют возможности для взаимодействия. Двинули все остальные страны на более низкие позиции. Южная Осетия на первом месте, Беларусь на втором, Абхазия на третьем. В чем особенность? Особенность в том, что, понятно, у этих стран с Российской Федерацией сформировано единое коммуникационное пространство, единые правила, общие условия и возможности для коммуникации. В этих странах созданы максимально благоприятные условия для отношений с Россией. И если мы сейчас с вами посмотрим вот на такие страновые профили, то вы увидите, что практически по всем показателям эти страны набирают максимальные значения. Минимальное значение розовым цветом, зелененьким цветом, пунктиром — это максимально возможные показатели, а синим — это то, что набрала страна. То есть мы видим, что у Южной Осетии максимальные показатели, у Беларуси практически максимальные показатели, и у Абхазии тоже практически максимальные показатели. Информация правоохранителей. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя города Сухум. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюссера. Смотрите материал пресс-службы МВД. Незаконно хранимое наркотическое средство марихуана в крупном размере изъято у жителя города Сухум Прунчак Дмитрия Латифовича 2003 года рождения. По данному факту в отношении последнего по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Сам же гражданин Прунчак на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством, что установлено в результате обязательного медицинского свидетельствования в Республиканском наркологическом диспансере. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска контрольного пункта милиции Мюссера. Гражданин Прунчак на период предварительного следствия санкционирован к подписке о невыезде. Расследование проводит следственная группа Гудаутского РОВД. Завершен первый этап обследования психического состояния здоровья детского населения Абхазии. Встреча главы Минздрава Эдуарда Бутба с уполномоченным по правам ребенка Мактиной Джинджоле прошла 26 февраля. В ней также приняли участие детский и подростковый врач-психиатр Оксана Мельникова, врач-психиатр Гванса Мачвариани. Обследование детей проходило с 21 ноября по 2 декабря 2023 года. Всего проведены беседы с 69 детьми. Среди основных выявленных проблем — отклонения в развитии, отклонения в поведении, эмоциональное отклонение, склонность к суициду. Как отметила психиатр Оксана Мельникова, результаты обследования показали, что существует потребность в открытии полноценного отделения психиатрии для детского населения. Министр здравоохранения поблагодарил российского специалиста за проделанную работу, отметив важность и актуальность обозначенного направления. Вместе с тем он подчеркнул сложности, имеющиеся в плане организации стационарного лечения для маленьких пациентов, в частности, определение с локацией отделения.
Торжественный вечер, посвященный Дню работников СМИ Абхазии, состоялся 25 февраля в ресторане «Эрцах». На вечере были оглашены итоги конкурса, проведенного Союзом в 2023 году на тему «Малоизвестные истории войны» в честь 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. 5 журналистов из нашего канала стали лауреатами конкурса: Руслан Хашиг, Лиана Ипшноу, Фаина Матуа, Элеонора Гилаян и Надежда Боровикова. Несколько журналистов в торжественной обстановке получили удостоверение членов Союза журналистов Абхазии. В церемонии награждения приняли участие вице-премьер правительства Владимир Делба, секретарь Общественной палаты Гули Кичба, кинорежиссер, народный артист Абхазии Вячеслав Облоти, публицист, академик Владимир Зантария. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Каждый год Союзом журналистов Абхазии задается тема конкурса журналистских материалов. В 2023 году это были малоизвестные истории войны. К 30-летию Победы журналисты снимали фильмы, писали статьи, делали передачи о героях Отечественной войны народа Абхазии, пытаясь разузнать то, что за 30 лет еще не было озвучено. Как рассказывает лауреат конкурса, редактор абхазского телевидения Аида Базба, от нас скрыто еще очень много фактов и эпизодов, которые ветераны войны не были готовы рассказывать на протяжении этих 30 лет. Но некоторых из них удалось уговорить поделиться ими. Получился цикл телевизионных программ «Достойные защитники Родины». На самом деле эта тема неисчерпаемая. Те ветераны войны, которые согласились принять участие в проекте абхазского телевидения «Запсадгил Япсахаз», рассказывали нам на самом деле очень интересные истории. Даже для меня, журналиста с опытом, рассказы многих из них были очень неожиданные. И самое главное, что я хочу подчеркнуть, этот проект имеет воспитательное значение, потому что участие в нем старшеклассников и студентов исторического факультета АГУ дало новый импульс этой встречи. Вы не представляете, с каким интересом они подошли к участию в этой программе, задавая вопросы. И еще после встречи, уже после записи, очень долго не хотели отпускать наших героев. Впервые о войне журналистам рассказали журналисты. И это был новый взгляд на события военного времени. Цикл передач «Бойцы информационного фронта» рассказал зрителям о героях, которые боролись за победу словом, прорывая информационную блокаду. Я вдруг для себя обнаружила, что за эти 30 лет мы как раз журналистов и не писали. Да? То есть они свои истории, свои личные, собственные, профессиональные, никогда еще не рассказывали. Вот так получилось. И поэтому я, конечно, рада, что хоть в этом проекте, с помощью этого проекта мы смогли хоть кого-то записать. Эта рубрика «Бойцы информационного фронта», она остается на Абазе. Если зайти на сайт нашего канала, там в разделе «Спецпроекты» есть этот раздел «Бойцы информационного фронта», и мы будем продолжать, конечно, работать. Есть текущая у нас работа, текущие проекты, но где-то между ними мы обязательно будем это делать без увязки или привязки к юбилеям или еще к чему-то, да, потому что это действительно наш долг просто-напросто перед старшими нашими коллегами и согражданами. Первую премию Союза журналистов в номинации «Добровольцы» получила Фаина Матуа за фильм о турецких абхазах, которые из Турции прибыли добровольцами в первые же дни войны. Фаина Матуа 14 августа 1992 года находилась с гастролями в Турции. Она своими глазами видела, как молодые ребята, зная об Абхазии лишь то, что когда-то их прадеды прибыли оттуда, не раздумывая ни минуты, отправились на помощь братьям. Как говорит Фаина, она все 30 лет вынашивала идею в какой-либо форме рассказать эту историю. Удивительное, что я заметила в поездке, 30 лет тому назад я была по всем этим городам, ездила, я там еще задержалась после того, как ребята приехали, они меня тогда с собой не взяли, я еще месяца 4 осталась там. И я, естественно, ездила по всем деревням, по всем городам, где диаспора наша живет. И со многими очень была знакома. И они меня, я даже не ожидала, когда я приехала, они все кто где, территориально, географические расположения же очень огромное в Турции, и диаспора наша разбросана. Но где бы они услышали, что Фаина приехала со своей съемочной группой, с кем я хотя бы как-то соприкасалась в то время, они обязательно приехали, увидели. И что самое интересное, их отношение, их настрой
который они вот имели тогда, вот этот настрой 30-летней давности, да, сегодняшний день у них это сохранилось. То, что мы потеряли, может быть, здесь, а вот у них это сохранилось. Фильм Фаины Мату отметил член жюри Вячеслав Облотия. Но, по его словам, и у Фаины, и у всех остальных журналистов есть один недостаток. Они пытаются рассказать и показать все, лишая свои материалы динамики. Но было нами просмотрено... В общем, я в основном базировался на телевизионных передачах, не на прессе. Вот. И 11 работ мы просмотрели. Вот. И болезнь у всех одна только. Не хватает ножниц. Потому что журналисты все-таки стараются объемную передачу сделать. Нет, но большой перегруз получается. И в монтаже большой перегруз получается. И уже кое-какие мысли повторяются очень много. У всех минус в том, что нет аттракционности. Аттракционность должна быть в кадре. Вот тогда не скучно смотреть. Ну а так вообще неплохие работы были. В общей сложности 16 журналистов были отмечены премиями Союза журналистов Абхазии. Госкомиссия по празднованию 30-летия Победы увеличила призовой фонд конкурса, и он составил 300 тысяч рублей. Нынешний год объявлен годом Дмитрия Гулия. Поэтому на конкурс будут приниматься работы, посвященные жизни и деятельности основоположника абхазской литературы. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В Абхазском институте гуманитарных исследований вышла в свет книга абхазского историка-международника Саиды Возба с говорящим названием «Молчаливое поколение», в которую вошли воспоминания сыновей и дочерей репрессированных в Абхазии с 1937 по 1956 годы. Интервью 31 респондента были записаны в период с 2019 по 2021 годы. «Молчаливое поколение» — это подлинная история людей, столкнувшихся с жестокостью государственной машины. В списках репрессированных представители разных национальностей и профессий, жители как сел, так и городов, но особенно под прицелом оказались представители научной и творческой интеллигенции Абхазии, которая за несколько лет была практически полностью уничтожена. Тираж книги в 500 экземпляров издан при поддержке Абхазского общественного фонда развития «Амшра». Директор Института развития интернета Алексей Гориславский выступит в ближайшее время перед студентами Абхазского государственного университета. Алексей Гориславский работал на руководящих должностях в администрации президента России, интернет-издании «Лента.ру». Также состоится подписание соглашения о сотрудничестве между платформой «Будущее Абхазии» и Институтом развития интернета. Главные задачи соглашения – сотрудничество в сфере информационной политики, поддержка международного имиджа Республики Абхазия, развитие информационных технологий в Абхазии. 90 лет 25 февраля могло бы исполниться народному артисту Республики Абхазия Рушни Джопо, писателю, поэту и драматургу, члену Союзов писателей СССР, России, Ассоциации писателей Абхазии. В этот день в Абхазском государственном драматическом театре собрались друзья, коллеги, почитатели творчества Рушни Джопо, чтобы вспомнить об этом человеке. Шевзефа, я حضرت رئيسكم أبسني سردرو актер, ашкую поэт, драматург Рушни Джопо. يلا مزاجي قمص ده شزهن. فرجع تقوزيرا نسيا حيزاي جوز دراماتورجيا كونيش زري خطر سنة بسازر دالخون. يركير حسنة يكوز رابي بارا актер شدوك رابي بارا درلا جلان. И фактура угару, и дикция угару, юхмарща зигрила, ери хату роль и хату тупиман да напсо сцена псазарашу. Рушни, а что сейчас псазарачома, аусурачома, инагзаны агуст тапшон, а я шаилкарам. Рушния брат Базер, еще память сратухр, я псу что удру. Апсу что. Вы обречпунге, обратите хозимбос раура, убря псу, аказерача, апсу ауирача, апсура, ну угараза.
Абсудуниру заруми, абсура захзухай цааватава, абсура нахуй габрияца на кой близа куирхот. Зиздалсын худсура берушни дербездки, рушни дердирустки. Ну и рушни и нухоши, и челапаши. И уницлаги да пшзана бахки пшзник шпелы. Саназхуцлак, ана джалбит абрепш хапхака и тaqalru хцера зухан хус хуцвит. Ухахуджим шигубха яншагу зажак гибым хаджукуна абас имепсит хапсаша. Убряга рапату и курцун. И не озаша съема, а таца дрила нагала рома, эги амах дров рома, а юза акладне рома, а бас и цавиен казамтаза, рбзшаги бзен, рхами пгашаги бзен. Сараграга насоп и вим таква нас из сцены пказари. Я дaqaguша маха и вим таква и шризохан хуа. يتيج ريجيسور شا وسخني قصا خاي خجيقو بريالا يا حرتوت سمتبي حضرت ركورцикл салон витраж. Вечер памяти Рушни Джопо в проекте «Салон Витраж» смотрите в одном из наших ближайших эфиров. Сегодня после выпуска новостей из архива Абаза ТВ интервью с народным артистом Республики Абхазия Рушни Джопо, записанное в 2009 году. В эфире Абаза ТВ продолжается проект, подготовленный специально к 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия. Это видеоклипы. Читаем Гулия. Адзейла шыра хақуга, агуақра хақга, хажа и курша, айекум хачырша, адны қызчы қау, зчырвя шауу уйтау, аншауи хайсыхча, мыра шахуала хүйча, бла хала уахзыпшы, хяку хушты, хапсынра умырдзын, хапсу рейла умган, ахуахуа хачнырха, Ацарах горбха. 26 и 27 февраля на сцене Абхазского государственного драматического театра Самсона Чанба премьера спектакля «Он и она» по мотивам произведения Дмитрия Гулия «Переписка парня и девушки». Постановка приурочена к 150-летнему юбилею основоположника абхазской литературы, народного поэта Абхазии. «Переписка парня и девушки» — это песня о чистом чувстве любви и дружбы, лирический дуэт влюбленных молодых людей. Лауреаты второго международного музыкального конкурса Алисы Гицба дали гала-концерт в Москве. Мероприятие прошло в музее-заповеднике Астафьева «Русский Парнас». На нем прозвучали арии и романсы Беллини, Штрауса, Верди, Бизе, Чайковского, Рахманинова. Перед зрителями выступали как сама оперная дива, так и молодые дарования: Софья Саканя, Кристина Попова, Валерия Лобанова, Мария Самусева, Никита Каяцкий и Ольга Добрыдина. Партию фортепиано исполнила Виктория Иванова. Концерт Государственного оркестра народных инструментов имени Атара Хунцария состоится 14 марта в Абхазской государственной филармонии. В программе вечера прозвучат различные танцевальные мелодии, а также музыка к народным и популярным песням. Среди них щичнани, попурри абхазских песен из урызы, танцевальные композиции исламей, танцевальная нарта, щаратен и другие.
Февральский выпуск известного издания «Edit Magazine» украсили фотографии абхазской модели Виктории Квицини. Автор работы – абхазский фотохудожник Эльза Чанба. «Edit Magazine» – международный рекламный журнал об искусстве, издаваемый еженедельно как в цифровом, так и в печатном формате. Демонстрирует искусство и красоту альтернативной и модной фотографии. «Edit» представляет эксклюзивные работы и интервью с фотографами, моделями, дизайнерами и другими творческими людьми со всего мира. Ну а сама абхазская модель Виктория Квицини на днях приняла участие в неделе высокой моды в Милане. Сейчас о спорте. Президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа дал эксклюзивное интервью «Спутник», в котором рассказал о проблемах и перспективах этого вида спорта в Абхазии. Главное, КНФА – единственная возможность для абхазских футболистов выступать на мировом уровне. Это большой стимул для них. Состав сборной на играх 2024 года будет определяться по итогам первой половины чемпионата Абхазии. В этом году в высшей лиге Абхазии пройдет 84 матча. Первая игра между Гагрой и Динамо запланирована на 12 марта. Главная проблема абхазского футбола – отсутствие отечественного судейского корпуса. Рефери приходится привозить из-за границы. Сейчас о погоде. Во вторник, 27 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 11 до 16 градусов. Температура морской воды 11 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.